Интересные места в Геморе. Шабас дав ковзайну мадалев, то есть на слова «Ацудон лицойра хайом», тот, кто их ловит какой-то нужды, он виноват. По той сути здесь произошел такой редкий случай для Шабас. Здесь появляется идея стам кавона, неопределенного намерения. По Раби Шимону, о котором мы сегодня говорим, есть принципиальная разница, делается работа ради ее непосредственного результата или нет. И всегда мы исходили из предложения, что человек знает, ради чего он ее сделал. Так вот, здесь у нас появляется идея человека, который сделал определенную работу, поймал живое существо стам, без определенного намерения. И Мишна хочет, что, по той сути, сказать так. Если это животное, у которого есть шкура, то в норме их ловят ради этой шкуры. И поэтому и в случае неопределенного намерения нет настоящей работы. А вот если у него нет такой шкуры, то в норме его ловят ради другой безопасности и так далее. Но не чтобы использовать само пойманное животное. И поэтому, по умолчанию, это так и будет, пока человек не будет прямого намерения для каких-то своих целей использовать непосредственно добычу. При этом Тойсвис заодно спорит с Рашей, который пишет, что в последнем случае, а человек будет виноват по Торе, даже если же животное эйн бамину ницоид, да, то есть того вида, которого обычно не ловят. То есть утверждает, что в Геморе ясно сказано, что так не может быть, что ловящий такое животное никогда и ни в каком случае не будет виновен по Торе, а это уже следующий Тойсвис.